Магистральный газопровод Ташкент-Бишкек-Алматы был построен более 40 лет назад. По словам экспертов, технически существующая магистраль признана устаревшей уже как 10 лет. На сегодняшний день идет полномасштабная модернизация газотранспортной системы первой и второй очереди, а именно 113 километров по Чуйской области до границ с соседним Казахстаном. Все эти работы по обновлению газопровода, как отметили в «Газпром Кыргызстан», обеспечат энергетическую безопасность нашей страны. Мы предполагаем, что этот газопровод будет транзитировать порядка около 4 миллиардов кубов газа в год. Значит, строительство этих двух очередей обеспечит надежность и безопасность транспортировки газа для северных регионов и города Бишкек нашей республики. На объектах по реконструкции задействовано около 400 специалистов, а также более 120 единиц спецтехники. Несмотря на непростые погодные условия, холодный ветер и грязь, за день рабочие осуществляют до 100 стыковок газотранспортных труб. Это центратор для внутренней сварки компании CRC, американская. Сейчас мы на стадии центровки, значит, это для внутренней сварки. Сейчас произошло уже центровки. После центровки труб внутреннего корневого слоя, естественно, сверху вот с палаткой уже послойно идет горячий проход, потом последующий заполняющий и облицовочная часть. Как бы работаем вот таким темпом. 1,5 минуты, один стык уже готов. Кроме того, в планах у «Газпром Кыргызстан» до конца текущего года обеспечить голубым топливом 27 жилых массивов в Чуйской области, в частности в городе Бишкек. По итогам 2016 года в городе Бишкек 10 новых жилмассивов обеспечены газом. В ближайшие дни, уже на следующей неделе, мы начнем подавать там газ. Также у нас в планах до конца текущего года в рамках инвестиционной программы в Чуйской области, в частности в столице, обеспечить газом 17 новых жилых массивов. В настоящее время строительно-монтажные работы по первой очереди полностью завершены, а по второй очереди работы закончат в начале мая. После всех испытаний на прочность и надежность новую газотранспортную систему планируют ввести в эксплуатацию уже в июне текущего года. Айбек Айтбаев, Александр Симонов, НТС.